Добрый день! Сегодня в нашей новой студии Аяркут в гостях известный дирижер родом из Южной Кореи, господин Но Тэ Чол. Добрый день! Добрый день! Здорово! Здорово! Ага. И мы вообще вот удивляемся, да, вот в этом году, в 2020 году, ровно 20 лет прошло, да, как вы впервые приехали в Россию. Да. И вообще как получилось так, что вы попали в Россию, да, и до этого еще где вы учились, работали, немножко про это можете сейчас рассказать? Я самый первый, около 30 лет назад, Европа, Вена, Австрия уехал. Там венский музик-хокшуле есть, там 3 года. И Линц есть, большой город Линц. Я около 6 лет первый хоровой дирижер, симфонический дирижер, диплома, потом музик-теории. Я все закончили так, диплома. Да. Потом, после окончания симфонический дирижер 96, да, но 94 я работал в Венгерии, камерный оркестр, потом 96 венский оркестр, 97 венский вальс оркестр. Я 3 года работал до 2000. Потом параллельно я венский вальс оркестр и Прага Моцарт оркестр тоже дирижировал 2 года. Потом Словак филармония оркестр первый приглашаемый дирижер. Я с ними много концертов, я, по-моему, больше 50 концертов я дирижировал. И венгерский Будапешт симфония оркестр. Венгерия я все оркестр дирижировал. Мишкольц, Сегед, Зомботель, Гвер, Будапешт. Венгерия много оркестр я все дирижировал. Словакия тоже. Словак филармония оркестр, Словак радио оркестр, и камерный оркестр, Чилина, и Прага тоже Прага оркестр, и тоже второй город, да, Янацек филармония оркестр, но Германия тоже я дирижировал, да, и 폴란드 тоже польский оркестр, Украина национальный оркестр, Украина радио оркестр, мы гастроль много раз делали. Да, Европа так работали. Это в течение 10 лет, да? Да, пока Европа, учились и работали, да, в Европе. Да. Ага. И после этого вот вы еще 3 года проработали в США? Да, от 2000, конца 99 до 2000, да. Я уехал, почему люди говорили, Америка платит хорошо, говорили. Но Европа, жизнь была очень хорошо. Вена каждый день там хороший концерт, да, есть. Около 20 концертов каждый день. Но Венский филармония оркестр, кроме Венский филармония оркестр, много оркестр Вена хорошие. Но Европа самый мировой оркестр. Они приезжают в Вена, известный дирижер, солист, да. Поэтому Вена для культуры очень хорошо. Но Америка, они платят хорошо. Первый я Нью-Йорк уехал. Там, Нью-Йорк очень сложный. Погода не хорошо. Как Европа, погода не хорошо. Поэтому я Лос-Анджелес. Там, где теплее, там, да, где солнце. Теплее, фрукты хорошо. Там я Анджелес камерный филармония оркестр. И потом филиппинский хор и корейский хор я был руководитель, да, дирижер. И вообще вот как-то вы
во время подготовки, да, вы сказали, что вы по зову как-то сердца попали, можно сказать, в Россию, да, уже и задержались вот уже 20 лет. Ага. Как вы вообще впервые попали в Россию? Первый Владивосток, Карельский импресарио, да, предлагал, но Владивосток оркестра есть, маэстро интересе, гастроль Корея, окей, я не был Россия. 95, да, я получил приглашение из Петербурга. Но виза раньше был очень сложно. Я уже получил концерт, но не мог. Но 2000 еще раз я получил приглашение. Я Владивосток филармония оркестра с ними Корея ездил. Но Владивосток очень сложно первый. Они система был сложна, музыканты они не активные, зарплата очень мало. Я спал гостиница. Один день это одинаково зарплата музыканта. Но сейчас Владивосток очень хороший. Они сейчас хороший. Уровень высокий. Да, уровень совсем другой. Но раньше Владивосток не так, да. Потом интересы мало был. Но Германия, мой профессор еще предлагал Нижний Новгород оперный театр. Нижний Новгород, да, Пушкин оперный театр. 2001 я дирижер был, и оперный театр поймал, маэстро, мы работаем вместе, да. Но раньше зарплата тоже очень мало, поэтому я 6 месяцев Америка. 6 месяцев Россия и Европа я так работал, да? Постепенно как бы, да? Да, там 3 года работал, но так зарплата это сложно, да. Гостиница дорого, зарплата мало, потом люди предлагали Казан, но Казан, но они чуть богатые говорили. Поэтому я 2004 Казан уехал. Казанский оркестр я около 150 концерты дирижировал. Мы гастроль много раз. почти каждый год мы ездили гастроль. Корея и Россия. Но я 가장 так подходит, да, люди открывают, но Москва, Нижний Новгород люди чуть-чуть закрыли, да, но Казан, татары чуть-чуть другой. Они счастливые, они открывают, поэтому, да, я с ними, я знаю, музыкантов много, да, имя, так, но я учился. Мы гастроль, если делать, да, не только мы гастроль. После концерта мы собирали музыкант, мы пели карельский, да, мы покушали, так было хорошо. Потом Казан и Волгоград маэстро Серов, он умер. Он приглашал, первый приглашаемый дирижер Волгоград филармония оркестра. Я Казан и Волгоград филармония оркестра параллель 3 года работал. И Волгоград тоже музыкальный театр есть, и солист Волгоград, с ними тоже я 4 коллектива, да, так работал. Потом жизнь была сложна, Россия зарплата мало, да, поэтому я ездил в Корея. Корея профессор приглашал, конца 2008 Корея приглашал, 4 года Корея профессор, и Россия дальше, Москва, Покровский театр, я первый приглашаемый дирижер работал. Но профессор про деньги, зарплата хорошо, но я скучил русский культуру очень, поэтому я еще Россия приехал, Нижний Новгород, да. Там был место для дирижера. Нижний Новгород бурят, как я. Они буряты, да, как корейцы. Там работал 2015. Русские деньги упал. Я получил зарплату, да. Раньше был около 3000 долларов. Сразу 2 раза, по-моему, да, меньше? 1500, да. Но я так
поменял корейский деньги, но это очень мало. Поэтому я еще раз профессор Корея уехал. Но министерство Якутия, они через генерал-консул Иркутска, они со мной связь делали. Потом они позвонили Корея, они позвали. Но я профессор интересы мало. Корея, Россия так. Но Вера Семенова, она ректор высшей музыкальной школы, она Корея приехала. Она предлагала, да. Она очень добрый, хороший человек. Да, такой человек, по-моему, мира очень мало. Но она открывается, она понимает искусство, она сама пианист, да. Поэтому я, окей, если Вера Семенова, если согласен, оперный театр и высшая музыкальная школа, я пойду. Она, окей, я говорю, она так согласен, да. Я приехал, но иностранцы нельзя 2 месяца работать, иностранцы, да. Поэтому я только высшей музыкальной школе работал, зарплата, оперный театр, я без зарплаты, я много дирижер был, да. Но работал, но ничего, но Россия зарплата это небольшой, я через гастроль, да. Я Московский государственный симфонический оркестр, мы ездили каждый год в Корея, еще якутский оркестр, солист и другими. Я через гастроль я получил больше, чем зарплата, да, так жил. Но 2018 я получил русский вид на жительство виза. Поэтому сейчас я работал 3 месяца в нашей школе, и оперный театр, и Покровский музыкальная школа тоже так помогал. Но здесь Якутия так хорошо, только очень холодно, да. Я получил спина, проблема, да. Но другие все удобно, остальное очень часы хорошие, да. Здесь высшая музыкальная школа, профессор Станислав и жена, да, скрипач, да. Но поэтому здесь оркестра тоже есть хорошо. Другие академии сейчас струнные очень мало. Но Якутия, филармония, оперный театр, но струнные группы очень сильные, поэтому здесь так нравится, да. А вот для вас, вы сказали, что вам очень комфортно проживать вот в Якутии. Да. И что для вас вообще в жизни важное? Жизни, вашей жизни? Но Кроме музыки. Но артисты, да? Артисты, мы артисты, по-моему, жить не поэтому деньги, не только я. Много артистов, да? Если артисты просто для денег, просто для жизни, я думаю, это неправильные артисты. Много, да, все артисты, по-моему, думаю, они поднимают жизнь, хорошую жизнь для мира, они работают. Я тоже, да. Питание это второй, первый, да. Как можно поднимать нашу жизнь хорошая, как можно так делать хорошее счастье или жизнь, да. Второй, Якутия. Добрый человек, но наши дети, глаза, посмотрите, недалеко, мы чуть закрыли. Якутия далеко из Москвы, далеко из Азии, Корея, да. Если могут, я хочу наши дети отправить Корея, Япон, Китай, да. Там дети сама, они открывают свои глаза. Да, сейчас, да, они посмотрели рядом Якутия, но надо они новая система, новая жизнь, новые дороги. Надо, система надо менять. Но наша высшая музыкальная школа, да, это самая идеальная, хорошая школа мира. Но
проблема. Почему мировой солист мало? Я думаю, да, это самое хорошее. Наши дети утро 6 до вечером, да, как тюрьма. Они утро до вечером только учатся. Если так, после окончания, да, там надо уже делать мировой уровень. Но почему сейчас мировой солист мало? Поэтому один раз, да, я бы всегда сам делал. Я виноват или что проблема? По-моему, это проблема не от детей. Система проблема. Надо показать дети, да, хорошие, где мировой музыкант надо показать. И мировой, да, профессор, так, мастер-класс или и профессор приглашение. Или с детьми гастроль делать, Европа, и Корея, Япония, Китай, да. Там они сами так узнаете уже. Сейчас дети только, да, они просто учатся. Куда? Сейчас надо поднимать мечта. Если хорошая мечта есть, они потом туда ездят, да. Я уже план есть. уже глава, да, следующий год, где концерт, я план, да, Владивосток. уже я планировал. четверг Владивосток я концерт, 13 Омск филармония и Хабаровск, где план есть. потом я осенью, я уже Вьетнам, Ханой концерт планировал. Я всегда период сам, да, что делать, план есть. Наши дети, да, я спросил, будущее что делать, много детей, да, но мы играем, мы потом, окей, после окончания что делать, я буду, по-моему, филармонии играть, или оперы театр играть. Это очень маленький мечта есть. Почему так? мировой солист, да, Корея, певица 조수미 есть. она иногда хороший концерт, сольный концерт, да, она 6 миллион рубль один вечером, если она сольный концерт делает, сольный речитал, 6 миллион получает. если Миша Майский, да, он приехал в Корею, он только за концерт, да, 2 миллиона рублей получает. Да. миллион рублей, да, много есть. если Москва, Денис Матвеев, один день концерт, да, сколько получает, по-моему, знаете, много. Денис Матвеев откуда? Иркутск. Он не Москва, Петербург. но я был Красноярск, да, тоже известный баритон есть, да, они Омск тоже, 이제 омск, если Берлин филармония оркестра будущий дирижер, 이제 омск, русский. Я был Америка, много ректоров, да, русские, не американцы. я дирижер был, где Канада, Торонто филармония оркестра, я уже давно я дирижер был. 25% русский музыкант. Вена, Дора Шварценберг, самый хороший скрипач, профессор, русская. Грац, русский. Зальцбург, Европа, да, русский музыкант. почему наши дети только после окончания я хочу филармонии играть, я оперы театр играть. это все можно, мечта маленькая, да, но надо. мировой мечта нужен. Стремиться, да? Это проблема не только дети. Наши преподаватели надо показывать. Да. Это, возможно, даже проблема и родителей, да, потому что вот мы хотели сравнить системы образования, да, в Корее как, и у нас, например. СССР, как-то во время коммунизма, да, для искусства система, русская система самая лучшая. Россия не богатая, но все мира уважают Россию. Не поэтому экономика, поэтому искусство.
Я уважаю русский литературу. Толстой, Достоевский, много, да. Но Чехов, я читал русский литературу, да. Максим Горький, много. Я жил в Казан. Я работал в Нижнем Новгороде, где Максим Горький родился, да. Потом Казан, где работал Максим Горький работал вниз, да. Но он жил так. Потом тюрьма Омск, где Достоевский я видел. Через литературу, это поэтому русский такой, да. Сейчас через литературу я понимаю русскую музыку. СССР, да, русский жизнь был, я думаю, очень хорошо. Почему искусство есть? Сейчас Москва все читает про деньги. Раньше не так. 20 лет назад, да, Москва мои друзья, не деньги первые. Флора, она профессор Казан консерватория, да. Она первый премии, Ленинский, она хороший пианист, да. Она приглашала меня дома, да. Дружба – это первый. Сейчас поменяй. Дружба – это второй. Деньги первый. Если концерт раньше, это хороший концерт или нет, но сколько платить? Сейчас интересно, да? Поэтому жизнь сложна. Корея, вместе мы около 60 лет назад, да? Корея самый бедный мира. Самый бедный. Мои родители, да? Они начинали работать 7 часов утра. До 7 часов вечером работали. Они, поэтому дети еще работали до 10 вечером. Dann они платили 150%, да? Иногда моя мама утро, да, следующий день утро 24 часа работал, потом домой приехал, чуть-чуть спал, еще раз уехал, да. Корея, наши родители не только одно место, еще другое место или третье место. Они, да, сейчас тоже такой человек есть, поэтому родители. Якутия, да, я видел. Дети хорошо, но родители, много родителей только пускайте. Что делать? Мои дети, да, он сейчас занимается скрипка, Корея, другой. Если дети после окончания, да, она сама с машиной так ждут напротив школы, да, пожалуйста, приходи, кушайте, пожалуйста, там сзади есть питание. Он машина, так покушай. Другой, где другой, да, частный урок, он так урок делается. Мама не уезжает. Рядом, где она так ждет. Он закончил, да, пожалуйста, давай, еще другой. До вечером, да, мама всегда с детьми активны вместе, да. Дети, Корея, если 17 или 18 до университета, да, Корея конкуренция очень сильный. Много детей 5 часов спать, студенты, да. Если больше 5 часов спать, уже университет хороший нельзя. Если спать меньше 5 часов, можно университет, да. Это не только дети, сзади. Мама тоже не спать. Дети учатся, да. Мама так ждут. Устал? Окей, вода принесу. А что хотят кушайте? Еще принесу, да. Мама рядом с детьми, да, последнее, где 12 курс, да, класс. Мама с детьми всегда рядом помогает. С машиной проводит или так, да. Там после окончания мама спрашивает, что сегодня учился? Скажите, пожалуйста. Так что нужен? Мама всегда так поможет, да. Если лето, это не просто, да, каникул, они без каникул. Если каникул, да, мама приглашал частный преподаватель, English, еще что, да. Если занимается скрипка, да, там еще хороший профессор найти,
урок делать, да. После окончания университета отправил Европа или Америка, да. Потом они докторы, да. Мы всегда рядом с родителями вместе, да. Просто дети мало, да. Родитель. Дети уровень, как уровень родитель. Родитель, да, много родителей Корея. Если дети учат скрипка, да, родитель рядом всегда так слушали. Поэтому, да, через 10 лет дети уровень, да, родитель тоже похожи мама. Мама уже, да, как преподаватель. Если дети играете, нет, преподаватель сказал, нельзя так, пожалуйста, вибрато больше. Мама уже знает. Мама, почему рядом всегда урок получил, да? Якутия, высшая музыкальная школа Якутия, самый лучшая, хорошая система мира. Ну, Поэтому я что такое? благодарю, да, наш первый президент. Он так система делали, да. Но сейчас нужен. Просто не так пускайте дети. Кто надо, да? Надо с детьми вместе. Кто преподаватель или родитель, надо вместе. Потом через 16 лет, да, точно мировой музыкант будет. Германия или другой, да, итальянский музыку и испанский температуру совсем другой. Дети надо, да. Если Италия 37 градусов, да, Италия солнце другой. Россия 37, Италия 37. Однако солнце Италия очень сильный. Это темперамент, это Италия, да. Надо дети, да, надо чувствовать дети. Не просто, итальянский музыка, температура есть, да. Это Италия. Моцарт. Мой профессор сказал, Моцарт очень красивый, как шоколаде, счастье. Пам, тарам, тарам, тагадагадагадагадагадагадам, Моцарт так маленький так, кусочек, да, очень счастливый музыку. Профессор сказал, дети, Моцарт такой музыку, очень красиво, очень счастливо, нельзя. Надо покажу. Это Вена. Прочувствовать, да? Да, Вена, Ощутить. здание другое так. Сами узнаете, я хочу что потом, да. Так, первый преподаватель, надо передать хорошую мечта. Дети, Якутия филармония, опера театр или учитель, это самый последний, первый. 그제 아메리카 렉터, или 모스크바 렉터, или мировой венский филармония оркестра, или Нью-Йорк филармония оркестра, метрополитен, это. Потом 60 лет я уже устал. Потом обратно здесь преподаватель или можно, да. Да. В 2003 я делал запись, да. Нижний Новгород есть муниципальный камерный оркестр, Нижний Новгород есть, да. Мы Чайковский 세레나데 для струнной оркестра и Моцарт дивертименто есть. Совсем другой характер, да. Там Моцарт они не мог. Это уже русский и система, да. Русский смычок. Если смычок Россия сначала тим это да Россия. сначала до конца. Вена не как пам тарам тарам легкий. Но русский это смычок, да, это нельзя. Но потом наоборот. Чайковский я не понимал раньше. Я учился в Европе. Я жил в Европе. Поэтому, да, я не понимал. Потом
я жил в России, я Волга, зима, так погуляли. Русский литературу я читал, да. Я из Казань, Волгоград с поезда 25 часов. Я ездил много раз, да. Что делать? Я читал русский литературу. Потом через литературу, это русский жизнь. Это холодный. И потом грустный. Это русский музыка. надо жить. Я жил в Вене, да. Здание другое. Потом Италия. Я 2007, 2008, 2009 каждый лето я жил в Италии. Почему, да? Язык. Это очень важно. Русский музыка, русский язык. Корейский язык, венгерский музык, да. Это харум неji. Есть 여러 개일 때 венский музыка, да, это как венский язык. 그 사람 세페 венский, да, очень язык очень как улетает. Поэтому, да, венский музыка это как немецкий язык, васабинский мат. музыка очень так серьезная, да, чистая. Немецкий это грамматик очень так чистая, да. Грамматик другого нету. Это немецкий музыка. Немецкий, если от ноября до марта солнце очень мало, поэтому они играли где салон дома, да. маленький это немецкий музыка. Италия температура. 멘델손 심포니 4 Италия. 따다람 따다 땀 очень темперамент다. 오 솔레미오. так эмоция, да, это итальянский. надо жить там. Корея тоже как Россия, война много. 아리랑 это 아리랑 아리랑 почему так жизнь так сложна? раньше мужчина работал мало, женщина, да, надо помогать мужчина, где убирает дома, но где мужчина, мама, да, ругает, жизнь очень сложная женщина, поэтому она плакала много. 아리랑 это одно слово много есть внутри. Это, да, поэтому 아리랑 американ, да, или Европа, да, они немцы нельзя. 아리랑 아리 нет. 아리랑 아리랑 아라리오. Это наши сердце есть. Россия тоже, да. Я люблю Рахманинов. Рахманинов это как русский жизнь, русский погода, да. музыка, язык, жизнь. вместе. Это вместе не отдельно, да. Поэтому, если хотят, понимаете, музыку, надо пережить. После я жил в Италии, да, 3 года, я учился итальянский язык, но не хорошо, но уже учился. Потом я дирижировал итальянский опера, да, совсем другой. без язык нельзя, понимаете, опера, да. Сейчас я итальянский стиль, температура, погода, я знаю, там музыка уже другой. Но просто да, дома да, ноты читать нельзя, надо жить. Америка я жил 4 года. Америка джазбой, да, джазбой. 이 거신 그제 파 F다 컨체르트 1 랩소디 블루 이 포기 베스
надо жить Америка. Америка совсем другой. танго, да? Аргентина. Я не был. Я мечтаю сейчас, по-моему, через сколько лет я буду Аргентина. Я уже учился Аргентина много, да, поэтому танго. Я танго много дирижировал, да, но я не 100% понимаю. Поэтому я хочу, понимаете, танго, да, танго. Я хочу увидеть сами Аргентина, танго, да, как они танцевают, да. Там, это совсем другое. музыка, да, не пам-пам слабый. танго они танцевают другой. Первый надо танц, понимаешь? потом можно понимаю музыку танго, да. Это наши, поэтому постоянно, да, наши дети уже хорошая система. 16 лет, да, как тюрьма. Надо. Преподаватель, да, не просто, пожалуйста, занимайтесь. Нет, дети не занимайтесь. Какой дети, да, мира нету. Точно скажу. Почему занимаетесь? Что надо занимаетесь? Что Моцарт, что Бетховен, характер, жизнь, надо все, да. Так, дети сами, о, я понимаю, я хочу. Сами интересы есть, да. Если дети интереса нету, пожалуйста, отправьте домой. Эту музыку, да, что? Деньги не будет. Сложно каждый день занимайте, да. Такой сложный нету. Если любит, такой хороший, где есть мира? Я выбрал музыку, да, самый лучший. Март, апрель, май, я был только один. Я жил в школе, да, высшая музыкальная школа. Ничего, я Бетховен читал, я играл клавир. И первый раз, да, я сам свободно. Я один, целый день, я только один жил, да. Не скучаю. Почему? утро Бетховен, Моцарт, я так хороший, поэтому музыку, да, я не скучил. Эту музыку. Я иногда где улица, да, ходил, если музыку Моцарт или так слушать, да, сразу я будет весело. Поэтому музыку. Эту музыку, да, я выбрал так хорошо. Да. Наша жизнь сложна, да. искусство. Бетховен свой парадайс есть. Моцарт такой счастье есть, да. философия, где Рахманинов, Чайковский, свой мир есть. Я если читаю музыку, да, иногда где жизнь Рахманинов, Чайковский, Моцарт, я думаю, Моцарт где жил, если Бетховен, да, где писали Бетховен, где Бетховен погуляли, я знаю, Вена, да, Венский, Вена, где жил Бетховен, 67 место Бетховен переехал, да. Я где Бетховен погуляли, да, я знаю, я видел. Поэтому если я дирижировал Бетховен, так музыку, да, не просто. Я так посмотрел Бетховен, поэтому движение есть. Это искусство, да. Поэтому я всегда не грустно, счастливо, я довольна. Да. У нас вот в Якутске есть при имени вот Сергея Зверева Кылола театр танца государственный, да, и при нем есть оркестр национальных инструментов. И вы вот недавно работали с этим оркестром, да, дирижер Николай Павлович Петров, ваш даже ближайший друг, соратник, да. И как вы это можете оценить, да, как музыкант именно вот работу этого оркестра? Потому что там и инструменты национальные же, да, это вот древние, можно сказать. Это звучание этого якутского народа, или как можно сказать? Это очень важно, да. Якутия только здесь. Надо сохранить якутскую культуру здесь.
другой нету. Прият не поднимать якутскую культуру, да? Только Якутия могут поднимать, сохранить якутскую культуру. Поэтому народные, да, якутские музыку, это очень важно, я думаю. Но Татарстан, народный оркестр хороший есть, хороший уровень. Я уже с ними Корея ездил, да. Нижний Новгород тоже есть, Москва тоже есть, да. Якутия тоже. Но большой коллектив, это второй. Можно маленький коллектив, да. Активный якутский ансамбль, это очень важно, да, я думаю. Почему? Якут, надо поднимать якутскую культуру, да, это важно, да. Надо аранжировку делать якутские мелодии, да, где старый человек, они давно пел якутские мелодии, да, надо ноты найти, потом запись делать, сохранить якутскую культуру, это очень важно, я думаю, да. Корея тоже раньше мы только думали, иду, как кушаете. Сейчас уже мы так хорошо, а где наша культура уже иногда, да, они уже уехали. Но надо поймать другой и надо сохранить культуру, да. Сейчас Корея тоже поздно, мы сейчас, да, поднимаем нашу культуру, да. Хорошо, спасибо вам. Спасибо. Взаимно. Да. Еще раз потом ждем в гости. Ага, еще встретимся Но с вами. я хочу. Спасибо. До свидания.